На этой неделе большой правительственный десант, который взял с собой в рабочую поездку глава Коми Владимир Руйба, побывал в Воркуте, чтобы на месте оценить ситуацию в нашем самом северном городе и проработать возможности для его развития. Между тем, в Санкт-Петербурге как раз в эти дни прошел Международный арктический форум, где в том числе говорили о нашей Воркуте в контексте транспортного коридора, некого выхода в Арктику. Вообще, тема дорог на этой неделе звучала довольно часто, как в самых высоких кабинетах, так и на земле. Все подробности у Ольги Коняевой. Активисты Коми Войтер в нашей республике собираются раз в год в каждом районе, чтобы обсудить самые наболевшие проблемы муниципалитета. Те, от решения которых зависит качество жизни земляков, да и развитие сел и деревень района. Догадаться, что в первую очередь майшедле, как здесь говорят, несложно. По мнению сельских жителей, это разбитые дороги. С дрожью в голосе Коми Войтер в очередной раз сетует, что уже не вмоготу терпеть эти ямы и ухабы. Проблемы не решались много лет. Очень сложно из отдаленных деревень и сел добираться до райцентра. Очень сильно за это люди переживают. Если нет дороги, как жить дальше? И в больницу не попасть, и в магазины. Такая проблема. Глава Коми Владимир Руйба в поездках по районам республики убедился в справедливости этих слов. Протяженность дорог в Коми почти 5000 километров. Половина из них давно не видела основательного ремонта. Даже ямочный не каждый год. Треть из этих дорог грунтовые, а 234 населенных пункта и вовсе не имеют круглогодичной связи с сетью общих дорог. Нужно отметить ту проблему, на которую уже указал глава республики Владимир Викторович, который дал поручение проработать вопрос именно вывоза, в первую очередь древесины, именно в зимний период. Я бы еще отметила и других недропользователей, например, таких как песок. Недофинансирование отрасли прежних лет привело к такому результату. Главе Коми пришлось обратиться за помощью лично к президенту страны. Более 60 сходов я провел с людьми. Номер один – дороги. Дороги, Владимир Владимирович, вы не представляете. И точно совершенно, когда приезжаю, говорю, почему нет врачей, почему нет учителей, почему бизнес не идет? Они говорят, дорогой мой, а как мы сюда приедем, как мы завезем сюда? Дорог-то нет, 3400 километров. Это дороги либо бывший асфальт, то есть там асфальтом уже просто разбит весь, его не пахнет, либо это вот земля. Земля, глина, суглинок и так далее. Поэтому, Владимир Владимирович, вот здесь, я понимаю, цифра огромная, но я прошу просто посмотреть на нее как на рычаг развития республики. Федеральный центр и без того поддерживает наши дороги, ежегодно направляя субсидию на их ремонт. Кроме того, в Коми реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автодороги». С 19 по 24 годы федеральное финансирование по нему составит более 3 миллиардов. Есть и собственная адресная программа. Дорожный фонд на текущий момент составляет порядка 7 миллиардов, но достаточно небольшие деньги с учетом того, что мы часть этих средств тратим на выплату по концессионному соглашению, а именно 1 390 000 ежегодно мы должны давать на дорогу, которую построила в рамках концессии. Эти 80 километров в сторону тоже по направлению Сыктывкар-Наринмар. А на следующий год там дорожный фонд будет гораздо меньше, это порядка 4 миллиардов. Для сравнения, только на содержание федеральной трассы Вятка на территории Коми ежегодно выделяется сотни миллионов рублей. Потому и состояние ее почти идеальное. Частичный ремонт некоторых участков и нескольких мостовых сооружений республика сделает своими силами. Но нужен именно прорыв. Тем более, что республика к нему готова. На сегодняшний день в Республике Коми готова проектная документация почти на 8 миллиардов рублей. Это качественные, проверенные документы с экспертизами, строительными, сметными, которые позволили бы в ближайшие 3 года, с 2021 по 2023 год включительно, освоить почти 22 миллиарда рублей. Что это такое? Это мосты и дороги общего пользования межмуниципальные. Это участки трасс, которые должны будут в дальнейшем передаваться на федеральный уровень. Но это то, что нужно
нужно спасать в пожарном режиме именно сейчас. Вообще потребность, которая была детализирована и подготовлена по картам дорожным, на сегодняшний день примерно составляет порядка 98 миллиардов рублей. Сенатор Елена Шумилова заявляла в Совете Федерации о необходимости выделения средств на региональные коми-дороги, подчеркивая, республика может быть не только сырьевым регионом. Коми – это часть арктической зоны и связующее с Арктикой транспортное звено для других субъектов страны. Развитие транспортной инфраструктуры в Коми, как выход к Северному морскому пути, приобретает не только региональное, но и важное федеральное значение. Мы являемся площадкой, которая дальше будет питать другие регионы, развивать промышленность, производство, туризм тот же самый, который, в принципе, на каждую единицу по туризму создает еще 5 дополнительных рабочих мест. Это наши прибыли. Мы это делаем для наших людей. Я думаю, что это и демографический вопрос, и развитие экономики, и, в принципе, все сопутствующие социальные проекты. В этом году автодорога Чекшина-Тотьма-Котла-Скуратова уже включена в федеральный перечень. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Ее 66 километров проходят по нашей территории. А значит, ремонтировать их республике уже не придется. Передача еще одного формирующего северный широтный коридор участка Сыктывкар-Кудымкар ожидается в 2023 году. И третья трасса Сыктывкар, Ухта, Усинск, Нарьян-Мар, а это сразу 900 километров, может стать федеральной через 5 лет. Об этом Владимир Руйба говорил с заместителем министра транспорта, руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком. Мы обсудили вопросы развития дорожного хозяйства и договорились о формировании, в соответствии с поручением президента Российской Федерации на мое обращение, о подготовке среднесрочного и долгосрочного планов развития дорожной сети в Республике Коми. Среднесрочный период – это 2021-2023 годы. Причем с 2022 года мы входим в федеральную программу ремонта и строительства мостов. А долгосрочная программа – это 2024 по 2030 годы. Именно на этот период будет предусмотрен основной объем средств на ремонт дорожной сети Республики Коми. Передача автодорог в федеральную собственность, привлечение дополнительных средств на развитие транспортных артерий региона – это часть большого плана по оздоровлению экономики и переосмыслению инвестиционного потенциала Коми. Будут дороги, будет развиваться и бизнес, в том числе и туристический. Это не раз подчеркивал глава Коми. В итоге изменится качество жизни в регионе.